Я увидел. Вон стоят. Адреналин раш, ребят. Ребята, они еще вон там. Не так, в принципе, и далеко. Остатки еще сидят. О, взлетел один, второй там. 2 дня потеряли на поиски. Бесполезно. Шабаш. Интересненько. Долетишь или нет, ты парень. Олени, ребята, олени. Вон сколько их. Видите? Ух, самец какой крупный. Вон он. Где тулан? Штук десяток их. Вон в упор. 30 метров стоит. Тула! Лак! Ух, какие мощные. Та! Томе, вон каши. Я увидел. Вон стоят. Адреналин раш, ребят. Ща. И тулан побежал. Пусть погоняет. Это та же самая, наверное, партия, что он гнал сегодня с утра. Вот это да, великан этот. Разные они. Так, подождите. Разные они на цвет. А этот самец, он был коричневый. В прошлый раз я когда видел, седоватый был, а этот коричневый. Но рога, конечно, мощные вообще. Каждый год я их вижу. Можете написать, почему я не стреляю. Ну, мне он не нужен, понимаете? Я не самоубийца, чтобы, вот, скажем, здесь подстрелить от жадности и на горбу тащить там, блядь, десятки километров. Это мясо. Нет. Нет и все нет. Мне это не надо. Мне здоровье важнее. Мне интересно поснимать, показать вам. Это интересно. Если на Panasonic с собой был бы, я вообще приблизил, вообще в упор было бы. Но надеюсь, в кадр они хорошо попали, потому что, ну, буквально 25-30 метров от меня были. Самец, конечно же, чуть-чуть у меня, как сказать, ну, не страх, а вот что-то вот, как сказать, как же это выразиться-то, осторожность, что ли. Я думал, блин, если вот на самец, он охраняет свое стадо, и если, скажем, нападет, тоже травму может сделать. Ну нет, они осторожные. Каждый раз, когда вот я их вижу, встречаю, они дистанцию держат, и почему-то они очень быстро убегают. Ну, вот здесь вот от чего-то, собака в стороне была. От чего-то они вот откуда-то пришли. Так интересно было, ребят. Надеюсь, еще в кадр попало. Очень надеюсь. Вот это четко. Ну, собака пусть погоняет их. Собаке польза. Он любит это. Потому что тулан в основном зверевая собака. Вот. И ему это нравится. Он сейчас будет где-то час их гнать. Пусть побродит. Ехали с Апунта. Эй, металлисты, бабло лежит. Вот, когда я смотрю, опять они. Опять олени, наверное. Это получается мы там их видели, обошли круг. Гоняют уже там.
Вот смотрю я металлокопы вот всяко разные. И тут подумаешь, легкий заработок. Да ни хрена, они такие тяжелые, эти металлы. Не захочешь эти деньги в натуре, блин. Смотри. Богатым станешь ненадолго, но здоровье потеряешься стопудово. О. Помните СССР? 777, наверное, была этот, как сказать, портфейны вот эти, вот в таких бутылках. Я еще пацана в школе учился. Я еще такое не употреблял. Но слюни пошли. Консервные банки лесопунтовские. Вот это эхо лесопунта. Они сгниют. Металл сгниет. Это ничего страшного. Вот так вот, ребят. Памятник такой поставим. Когда-то жизнь кипела тут. Старая древесина. Несколько лет назад тут медведь начинал копать берлогу. Я тоже снимал. Ну или я не знаю, что-то он копал. Было видео. Да, это олени, ребята, он гнал. Потому что перестал лаять. Ну, ладно, идем дальше. Много чего лежит в тайге. Этого металла, конечно. Просто уже все заросло до такой степени, что они просто в землю уйдут и всю жизнь будут там лежать. Никто их не увидит. Вот так вот. Сейчас пойдем налево. Направо не хочется, там хреновая дорога. Я все туда крест уже поставил, туда, чтобы не ходить. Может быть, здесь следы пересекут они. Если увижу, поснимаю. Я имею в виду оленей. Те олени или же кого он лаял там. Фиг знает. Лай хороший был. На трассе дичи 0. Тут больше делать нечего, ребят. Ни одного взлета, ничего я не увидел. Что-то собака снова начала пропадать. Очень долго уже я его не вижу. Вон он, бездельник, идет наконец-то. Я уж хотел сесть, ждать его. Идет. Молодец. Хорошо работает, вообще идеально. Сегодня и вчера редко его вижу. Все время где-то он ходит, бродит. Ну и дошел я до зачесов. Вот свежие зачесы. Вот тут. Вот здесь и пойдем. Там даже видно болото вон. Туда. Молодец. Пойдем где-нибудь чай попьем. По дороге уже дальше идти не стану. Бесполезно. На трассе ни хрена нету ничего. Следы куницы. Видно, тут куница живет. Ладно, здесь посидим, отдохнем. Кулан, такой спокойная собака, блин. Вообще не раздражает. С полслова понимаю, там ложится и просто отдыхает. Да, бездельник мой. Настоящий бездельник. Наверное.
Основное прошли вдоль этого болота. Даже близко тут птицы не садились. Блин, собака вообще никакой реакции не было. Чтобы собака чтобы искала где-то там, учуяла что-то. Ноль. Все, шабаш сюда. Больше в этом году точно не приду. Но еще дальше будут интересные места, конечно. Буду еще бродить. Но там уже будет густая тайга. Таких болот практически не будет. Но все равно места хорошие еще будут. Надежда есть. Может быть, кого-то увидим. А тут ничего нету. Ничего. Хотя даже и голубика есть, и все. Корм вроде есть. Такие вот прутки сухого места. Скажем, вот болото. И здесь вот такая вот ягель. Между прочим, крупная птица такое любит. Но не смешанный лес. Вот именно только сосны. Хорошая делянка тоже вот тут. О, еле как. 300 кубов стоит. Бери, не хочу. Уже на глаз я уже понял, что 300 кубов здесь точно есть. Вот. Ну что, там справа тоже болото. Я прошлый раз там по дороге шел. Сейчас уже это болото обходим. Вот. Ну, четко получилось. Лучше здесь проходить, если что, в будущем году. Туда лучше не лезть. Там бесполезно тоже, там ничего нету. Если здесь разок пройтись, прошел разок, нету, так все. В другие места надо идти. Косачи летят. Щели. Три штуки. Вон там. Метров 300 от меня. Вдоль дороги сидели. Отчего они так рванули? Перелетели куда-то вон туда. На щели я видел их. Почему? Мы уже, блядь, полкилометра до них, и они взлетели. Если бы не взлетели, я и не увидел бы их. Хитрые. Не знаю, стоит ли туда им в ту сторону подходить. Ребята, они еще вон там не так, в принципе, и далеко. Остатки еще сидят. О, взлетел один, второй там. Их много. Больше 10 даже. Да, больше 10. Расстояние 150 минимум, 200 метров. Чуть-чуть далековато. И что-то они улетают слишком быстро. Хоть издалека попробую. Давно уже не стрелял. Ой-ой-ой, уже все. Уже взлетают. И за километр вон туда сели. Но остатки еще есть. 2 штуки еще сидят. Блин. Далековато. Взлетели. Все. Еще один остался, 2 осталось. Еще один взлетел, 2 сидит еще. Далеко. Далеко для мелкашки. Не, собака залаяла. Вон они. Надеюсь, в кадры идут, попали. Собака-то там уже. Вот так вот.
Ну, метров 200 минимум. Хотел попробовать, наверное, выстрелить. Ни хрена. Вон там сидят. Бери не хочу. Метров 400 от меня. 350. На вершинках, ох, красиво сидят. Ну что, ребят, это уже вторая встреча с косачами. И вчера встречал я в сторону севера, там на другом берегу, вообще вдали от избы. А сегодня с южной стороны, даже юго-восточной стороны, тут тоже больше 10 штук. В принципе, уже кое-что нарисовывается, что дичь-то зимой, думаю, будет. Я имею в виду косачей. Но до такой степени они хитрые, блин. Или переход делают, или же уже их гоняли. Но вроде на каракатах даже здесь никто не ездил. Но даже близко не подпустили. Я хотел уже, думаю, 250 метров. Ну, чем черт мне шутит, пока можно было бы попробовать. Кто знает, мог и попасть. Но там дали сидели, улетели, что поделаешь. Ну хорошо, это лучше, чем ничего. Знаете, вот когда в прошлом году я целыми днями ходил, и кроме куропаток я практически дичи вообще не видел, не вообще. Идешь целый день, вот ты уже, блин, и какая там надежда, чтобы кого-то подстрелить. Просто взлетов не было. А в этом году, знаете, вот каждый выход в тайгу уже кого-то всегда встречаем. И вот, в принципе, рябчиков туда были сегодня, но покрупнее пока не удается. Я не знаю почему. Ну, не знаю. Тайга не дает мне, что поделаешь. Кого-либо подстрелить. Вот. Тонны мяса, как показал. Там сотни килограмм мяса стояли 30 метров. Бери не хочу, но мне они не нужны. Мне нужна птица. Я хочу глухаря, косачей, рябчиков. Вот это моя цель охоты. Ладно. Идем дальше. Здесь трасса, дорога. Вот я по дороге уже шел. Обошел это болото. Вот это концовка. И потом уже обратно туда идет. Пойду до просеки и уже по просеке дальше будем спускаться. Вот так вот. Фу-фух. На кругом тут дороги. Здесь трасса поднимается, потом туда трасса идет. Фиг знает. Я, если честно, не ориентируюсь. Это лесопунтовские старые дороги, которые вот пробивали дорогу, делали, вырубали лес. Но я и по этим дорогам вообще не ездил. Я к своей избе по другой дороге езжу. И куда дорога эта идут, не знаю. А Туланта не пропускает ни одну птицу. И здесь этих косачей. Ну, один раз только успел залаять. Заработала собака. Это 100% уже. И по боровой птице он начал работать. В прошлом году он еще как-то интереса вообще не было у него. А в этом году, где глухарь или еще какая другая птица, всех, кого я видел, по возможности он облаивал. И даже кого не видел несколько раз. Только звук крыльев слышал и все. Там дальше снова болото будет, может туда они перелетели. Но нам налево сейчас уже. Не по пути, там тяжелая дорога. Там бесконечное болото. Я один раз там ходил, я туда больше не залезу. Все, хватило мне того дня. Такой сухой участок, потом болотень, блять, полкилометра. Опять такое сухое место, опять болотень.
Уф, замучаешься там идти. Вот видите, там снова начинается вот эта болотень. И тут трасса, по которой я ни разу еще в жизни не ходил. И сегодня, наверное, я с километра все-таки туда пойду. Ну, пока сухо там. И в ту сторону косачи полетели, может еще я их увижу. Нет, схожу. Туда и обратно. Придется сюда возвращаться на где-то с километра. Попрожу вот тут. Начало хорошее, но там такая же картина, тоже болото. И эта дорога вообще не по пути. Это от избы все дальше и дальше я ухожу. К сожалению, это... Нет. Это не по пути. Туда пошли. Лак. Не возвращаемся. Метров 400, наверное. Вот такое сухое место и болото. Собака что-то почувствовала. Не буду спешить. До этого слышал, как взлетел косач. Но не без ориентира. Я нагнулся за голубикой и только услышал. И тут кто-то тоже был, видать. Последняя вырубка на сегодня, все. Это уже на сегодня последняя. Потом по навигатору буду идти. По тайге, переходить будем ручьи, все это дело. Трудный путь еще впереди. Голубики дофига здесь. Дофига вам. Смотрите. Корма очень много для птиц. Голубики. А почему их тут нету? Не знаю. Удивительно. Ребят, осенняя голубика. Витамины. Вон. Их много тут. Очень вкусно. Сладкая-сладкая. Кланчик. Бездельник. Ой, не хочешь? Ешь. Вкусно? Говорю, вкусно. Заодно отдохнем. Встали на просеку. Строго на север будем шуровать. А южная сторона это надоело все. Тут больше делать нечего. Ни хрена нету тут. Немножко косачи и все. Глухарей точно тут нету. 2 дня потеряли на поиски. Бесполезно. Шабаш. Останавливался очередной раз. Попил чаек, остатки, что было. И я уже отошел от просеки. Сейчас буду ходить именно по такой тайге. По гуще леса. И поднял навигатор. Помощь. Сейчас пойдет у меня навигатор. Потому что по навигатору я сейчас посмотрел. Если чисто по навигатору прямо по курсу идти, до избы остается 4 километра ровно. 4 километра 10 метров, наверное, вот так было где-то. Но у нас путь, конечно, будет зигзагами. И примерно еще от Чили 6 километров у нас впереди путь, так скажем. 5-6, грубо говоря. А так, если по навигатору, остается только 4. Ну, ладно, буду идти. Здесь тайга такая тоже интересная. Сорный лес будет. Не только, скажем,
сосны, а здесь будет и ельник, ручьи. Так что надежда есть еще. Начинается только дождь. Первое препятствие — ручей. Выбрал новый путь. Совсем по другому месту иду. А вон там перешел. Попробую тоже. Обычно по другим путям ходил, но тоже посмотреть надо. Блядь, глубокий ручей-то. Так. Интересненько. Долетишь или нет, ты парень? Опа. Ух. Чего так здоровый ручей? Я обычно слева прохожу. Возле этого ручья. Сегодня перешел на другой берег. Нету белку, нету рябчика. Один нас лайкнул. Такое место нехорошее тут оказалось. Справа молодая сосна. Даже заходить туда не стану. Приходится идти вдоль ручья этого. С правой стороны этого ручья намного лучше. И лес, тайга. Но пройду, раз начал уже. Один раз тоже пройду здесь. Уже буду знать, ориентироваться, что и как. Тут я зимой один раз проходил на лыжах. Несколько лет назад, но уже я забыл, что вот такое вот место. Ну, не очень так. Есть такие вот деревья, вот крупные, глухаринные, так скажем. Но то, что справа вообще стена леса такая, вообще жесть. Вот это я не угадал с местом. Да. Попал я конкретно. И весь путь, думаю, такой будет, блин. В правой стороне от ручья тут делать нечего вообще. Надо было по своим тропинкам, где каждый год прохожу. Но узнал я эту дорогу. Понял, что тут ожидает. 3 рябчиков видел. В одном месте были. Ну, собака недалеко гоняет их. Вот так вот. Густой лес. Кто-то взлетел, не понимаю кто. В ту сторону. Рябчик, наверное. Только выключился, только. Так и не понял, главное, кто был. Но на рябчик все-таки вертикально поднялся. Он, может, куда-то и сел от собаки. Самое главное, нажал на стоп. И в тот момент выскочил. Он ухтит, вот тут он был. Птица. О, да тут порхалище у него. Вроде он сюда и вертикально он поднялся. Сухое порхалище у него тут. Заначка. Только что вот здесь он. Да, это рябчик был, ребят.
баню принимал. Порхалище. Нашел древнюю старую конную дорогу. Вот она. Еле видна, но ориентироваться можно. Даже видно, как тропинка тут еще была. Может, охотники раньше тоже тут ходили. Но факт, что это конная дорога. И хорошо идти. Для ориентира, а вон слева и справа вот такая фигня, короче. Чаща непроходимая. О, еле как. Полоса такая хорошая. Идти хорошо. Это не просека. Это заброшенная конная дорога.